Так, доброе утро. Страна встает. Гостиница просыпается. Русская. А, вы давно проснулись? Да, мы вышли где-то полседьмого. Ну, как обычно, я. Это я, как обычно, стою. Мы пошли, погуляли, это самое на вокзале. Мы уже и погуляли? Да. Вот жизнь у пенсионеров, а? Мне б такую молодую жизнь. Доброе утро. Мы молодые всегда можно воспитать. Да. Ночью встали, кофейку попили, спать легли. Потом снова встали. Какие пенсионеры? Ночью кофе даже пьют. Впервые. Что думаете? Не люди? Удивительно, да. Мы вчера тоже сидели, у нас сладости были. Да. Не знаю, вы, наверное, слишком ночью встали. Чересчур. Ну, Да? где-то часа в 3, наверное. Ага. Да. Ну, ага. В 3 часа. Тогда мы уже спали. Да. Ну что тогда, день начинается, друзья. Как вы видите, в нашем отеле вот жизнь продолжается. Да, мы уже потихоньку готовимся уходить отсюда. Вот здесь вот такие номера, сейчас я вам покажу. Вот здесь наша Виолетта. Да. Сейчас только дам задание машине, что было делала. Ага. Я быстренько здесь справлюсь. Виолетта нам дает новый номер. Номер. Да. Специально для друзей. Специально для друзей. Притом меняет, говорит, чтобы не было скучно, вот эти вот, как они называются-то, завалочки, наволочки. Друзья, вот такие вот номера в этом датском отеле. Цена этого номера примерно 25 евро. Вот здесь у нас шкафчики, как вы видите, без скелетов, хотя что-то здесь имеется. Вот. Вид на центральную часть, скажем так, города. Вот здесь вот ту сторону центра, вот тут рынок. То есть все очень близко расположено, никуда далеко ходить не надо. Это, я так понимаю, самый такой более-менее нормальный номер в этом отеле. То есть тут все номера в таком стиле. Также здесь есть номера, назовем их общаковые. Общаковые номера где у нас? Это снизу, да, там они? Я тебя буду ходить таксу. Я вам самых лучших клиентов. Скоро, или вам работа не нужна? Себя пожертвуете, да? Себя пожертвовать. Вместо таксы, да? Да, себя, конечно, себя. И в такой способ можно. Пока себя жертвуем. Что делать? Но. Вот такие вот Да, если дела. еще много будешь делать, тогда саможертва не поможет. Уже не поможет, да. поможет. Тогда уже придется Придется подключать кого-то. подключать другие средства. Да. Специально. Мы обдумывали, не обойдется сохранить номер. Ага. И говорим, то друзьям надо. Это хорошо. Вы заслужили, вы долго. Мы долго снимали, да? Долго побывали, так что вам бонус. Ага, отлично. Что здесь делают эти люди? Да. Есть для мусора специально. А где Верочка? Верочка поспит немножко, например. Спит, да? Около. Ну, может, еще там с интернетом что-то было проблема. Около 2 часов. Ну, у Верочки 3 работы получается, да? Или сколько? Это не всегда, это так получилось сейчас. Сейчас так получается. Я таких работ не люблю, пробовала. Раз вышла демонстративно из одного такого. Было какое-то интервью на тему политическую. Ну, эта собеседница, которая руководила, там записывали, снимали, я поэтому согласилась. Я когда говорю что-то, это серьезно. И она начала словами цепиться. Ага. Не смысл. Да. 1, 2, 3, 4, я сказала, ну достаточно. Она говорит, нет, мы не скончили, что достаточно? Я говорю, недостаточно. Они за это деньги платят? Да, встала и пошла. Ага, молодец. Все удивились. Молодец. Они как ученики, дисциплинированные взрослые люди, и их к ним относятся как к ученикам, и они терпят за 10 лет. А так получается у нее 2 работы, да? И у вас тоже 2 работы, да? Ну, у меня
значит, я считаю, что это серьезно, хотя что это некоторые считают, что какая-то мне не важно. Раздаю газеты. Ну, конечно, это работа. Это постоянно. Это платит символично. Но я теряю только примерно максимум 2 часа во время, в котором я не занят. Ну, хоть какие-то деньги, да, чтобы Да, ушли? есть какие-то, а там с людьми, с руководством тоже не вяжу. Но с людьми очень это, мы заряжаем друг друга. Они радуются, и когда 2 дня в субботу и воскресенье мне не будут, они ждут понедельника с нетерпением, чтобы, а я им всем единолично желаю приятного дня. Это 1800 штук получаю. Значит, может быть, перехода 1500, потому что некоторые берут по 2, по 3. Но минимум 1200. В день 1200 раз я говорю приятного дня. И они очень рады, некоторые говорят, что им сбывается. И это мне тоже приятно. Вы дарите людям счастье. И они тоже мне, это взаимно. Руководство должно как минимум повысить зарплату 5 раз. Руководство только со мной не хочет... Не хочешь, да? Не хочет иметь никаких... Хотя, чтобы я как бы то не ходила бы взять деньги. Если бы мог кто-то мне принести, то им это лучше. Потому что я задаю вопросы, как вы. Понятно. Вчера в финансами я хорошо разбираюсь. И они опаздывают. Было 6 месяцев, сейчас что-то поправили, но есть 4 месяца опоздания, это очень много. Потому что мы за транспорт платим, хотя бы и карту дали. И потому что я задаю такие вопросы, то они предпочитают со мной не встречаться. Ну, понятно. Это мне не мешает, когда пойду утром, и эти все люди встречают и радуются, я тоже. Так что я с ними очень редко с руководством встречаюсь, и мне это не мешает. Главное с людьми. Удивительно, что я знаю, что некоторые даже звонили в редакции, что очень довольны, потому что они сравнивают. У нас есть 6 объектов таких. Это только... Мне как-то пришло, я специально этого не задумывала так делать. Но как-то получалось только подавать и ничего и молчать как-то. Первый раз мне не получилось, и я начала, это утвердилась, и уже они ждут, когда я простудилась и не могла говорить, и подаю только, и они удивлены, думают, что я сердита или что-то случилось. Они уже ждут этого пожелания. Да. С людьми нужно... И если хочешь, чтобы с тобой хорошо, то тоже... Ну, вы жизнерадостный человек. Это очень хорошо. Просто в такой ситуации, как сейчас здесь в Болгарии творится, это трудно быть таким жизнерадостным. Очень трудно. Очень трудно, но не значит, что не можно. Ну да. И это мне помогает. Тоже не только другим. Да, хороший пример для людей. Потому что большая часть людей, как я наблюдаю, все какие-то унылые, потеряли уже веру. Они имеют право, имеют причины. Имеют право, конечно. Да. Я их понимаю. Есть такие, несколько я их спрашиваю, что вы думаете, что вам решит проблемы? Ну, усмехнитесь. Усмехнитесь, да? Улыбнитесь, все правильно. Я иногда, когда спешу, употребляю польские слова. Потому что я прежде всего работала как гид с поляками. Как гид? Долгое время, да, моя профессия гид. Но я уже на пенсию. Это гид по Софии, да? Нет, по Польше? На побережье. На побережье? Софию я не знаю хорошо. На побережье, на курортах в Золотых Песках училась, Институт международного туризма. Но это было давно. А в Албании это новый курорт. Я там начала, когда там было только 5 гостиниц. В самом начале. Это где? Албания это... Албания? Нет, Албания. Албания это курорт, который находится на полночь от... на севере, по-моему, на севере от Золотых Песков. Ну, с Болгарии, да? Между Румынией и Болгарией, на территории Болгарии. Значит, это, можно сказать, самый северный курорт. Они недавно уже в 70-м году открыли.
В 70-м. Угу. Да. А самый больше народа когда было, получается? 70-е, 80-е, да, года? В курортах? Да. Еще до 80-х было очень. Тоже, да? 60-е, 70-е, ага. После этой перестройки, как у вас, у нас что-то там, значит, она была хорошо задумана, но не осуществили ее, так само, как и социализм нехорошо. Идея хорошая. Так все и закрылось с тех пор, получается. Еще они говорят против коммунистов, но еще Ленин их предупреждал, берегитесь красной буржуазии. Это цитат, он это писал. Так что каждая идея может быть испорчена. Да, и опасно. И каждое новое открытие науки может быть и полезно, и опасно. Так что... Получается, в 90-х годах как бы и прекратился у нас поток. 89-й в конце, 89-й. 90-х была такая эйфория. Сначала... Это когда Дмитров, да, кажется, Медведев был, Дмитров или президент? Живков у нас был. Живков. Вот которое здание в центре разрушили такое. Дмитров, это другое дело. Значит, это до этого был? Он был против фашизма, значит, в 44-5 году. Ага. Это другое дело. Но он же коммунист был. Болгарской партии коммунистической. Да. Но это раньше. Другая перестройка. Это другая. В 45-м, значит, перехождение с фашизма, значит, они говорят, был социализм с перспективом статься коммунизмом. Ну, оказалось, что коммунизм это утопия. И решили сделать демократию. Хорошо, это все хорошо. Но не получается. Не получается только, да? Нет, очень хорошо, но не получается. А разве Дмитров, его это не разрушили где-то в 91-м, 92-м году? Там где-то. В центре. Разрушили бомбами. Бомбами, да. За 6 дней разрушили. Разрушили, пытались, или им не удалось сначала, был только смерть. Ну, а это страта тоже государственный денег. Значит, читал, что в Китае этого не разрушили и пользуют. И туристы, хотя редко посещают. Мавзолей это, да, точно. Или можно здание оставить и сделать какую-то выставку. У нас только разрушают. Это нехорошо, что только разрушают. Ну, стерли вообще его с памяти, чтобы не было. Хорошо, здание могло остаться. И его похоронить по-человечески. Они похоронили, да? Не знаю, что сделали. Не было информации. Ага. Ну, не знаю, если бы похоронили, то, может, сожгли, не знаю. То бы была информация. То есть неизвестно, получается. Неизвестно. Об этом никто не говорил. Говорили все время о опытах, пробуют, не получается им бомба. Да. У нас всегда, как кто-то новый приходит, разрушает все, а не достраивает над этим. Ну вот сейчас же пришел новый президент, 3 месяца или сколько? Президент не имеет, значит, у президента представительной функции. Руководство осуществляет министерские советы и преимущественно премьер-министр. То есть все они делают, получается? Они делают, и парламент принимает законы. Они должны эти законы исполнять. А это тоже не получается. Не прилагают к каждому. И все оправдывается, что нет закона. Законы есть. В Библии достаточно 10 законов. С того происходит все. Все остальное. Да. Но они не прилагают. Для своих, так для других. Ну, наверное, они к карману прилагают их к своему. Очень много. Да. Очень много. Перестали 20 лет. Это много уже ничего не осталось для кражи. Уже воровать нечего, да? Поэтому сейчас трудно. Сначала еще было что-то найти. Но сейчас уже 20 лет кража, то это уже слишком. Да, это уже слишком. Нигде не найдется. И семьи тоже на таких жили, были такие, что-то социализма, что-то осталось. Хотя тогда не было много, но мы были, как говорят, одинаково бедные. Да. Так что не завидовали друг другу. Ну да. Сейчас разница большая, да, получается? Очень большая. Очень большая. Значит, 5%. Сейчас тоже я все с газетами занимаюсь и вижу. Я только заголовное читаю.
иногда-то, потому что нет времени, и ребусы очень решают. Но видела, что официально по закону в Болгарии административные работники могут получать, это в нашей даже газете позавчера было, официально они могут получать 22 зарплаты. 22 зарплаты? Да, вот. в год. Ага. По закону. Значит, имеют право, может, это не случится, но если имеют право, они обыкновенно воспользуются. Ну да. Это нехорошо. Потом, вчера тоже был репортаж в телевизии, а несколько дней об этом говорят, в этой больнице скорой помощи. Значит, доктора некоторые получали, это доказано, по 50 тысяч левов в месяц. Ничего В себе. это время народ ищет пищу. Это как они так умудрялись получать в месяц 50 тысяч? Объяснили как-то, что к форме бонусов, когда в больнице есть иностранцы, они платят подороже, и они вместо, чтобы оставить это на оборудование и что-то другое, они себе это распределяют между собой. Теперь я понял, куда эти деньги уходят, которые там. Я же в этой больнице, когда был, в этой... Пирогов? Из этой, как ее, японской. Токуда? Токуда, да. Вот они там тоже. Она частная. Там никто не имеет, никого не интересует. Там правила определяют, они частные. Но там все на деньгах у них построено. Да, но я предполагаю, там не было, что они всем предлагают один и тот же метод. Ну да, не, просто я имею в виду, что там приходишь, даже не то, что дорого, допустим, в других местах, в которых я был, как было, приходишь, сдаешь анализы, тебе приходит врач, анализы сдаешь, они тебе за это берут деньги и говорят анализ. А здесь ты приходишь, один раз пришел, просто поговорил 5 минут, заплатил 35. И все. Потом уже дают, потом анализы идут. Один анализ дал, 50-60. Еще анализ дал, это 50. Везде? Да? Да. Каждая бумажка, сам формуляр стоит примерно лев 50. Это я давно, как начала платить, я не хочу только у зубного врача, потому что там справиться самому нельзя. Но это здесь получается везде так у всех, везде. Да? Каждая бумажка, даже для профилактичных, каждое исследование платится, и каждая бумажка что-то стоит. Там лев или лев 50 тоже. Ну вот они вот так поставили каждую мелочь, чтобы деньги. И это потребительская такса называется. Каждое вхождение в кабинет, значит, сейчас будет 2,90. Было 2,70, 10% от минимальной зарплаты. Даже для профилактических тоже. Входишь, заплатил, прежде чем начать говорить 2,90. Да. Если обязательно и профилактически, я думаю, что нельзя вообще платить. Ну да. Пенсионерам и детям тоже. Ну, пенсионерам вообще надо. Пенсионерам надо бесплатно. Платят и пенсионеры, и дети, и все. Все. Они так сделали, что это образование уничтожили и здравоохранение. А образование бесплатное или платное? Бесплатное, но там другие. Учебники очень дорогие. Униформу там отменили. И есть богатые дети, которые одеваются. И ношу даже некоторые слышат, что в горных классах носят газовые пистолеты в школе. В горных, это в горах, да? Если мы не с вами говорили, с Сергеем, если начали историю переписывать, ну как будут учиться? Не было турецкого рабства в Болгарии, было присутствие. И изменяют учебники истории. То есть все переписывают, да? Понятно, спасибо. Друзья, вот такое вот утро, да, сейчас будем завтракать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в солнечную Калифорнию.